Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар, курсқа жазылғандар және студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көру модаль етістігі. Данная сегодня наша грамматическая тема, модальный глагол көру. Довольно непростая, сложная тема. Вообще, в чем заключается модальность любого глагола? Почему мы его называем модальным? Потому что он дает много значений. Он может быть и иметь самостоятельное полное лексическое значение, а также вспомогательное значение. В данном случае мы его рассматриваем, данный глагол, со вспомогательным значением. А конкретно в данном случае этот глагол дает значение пробовать что-то сделать, пытаться что-то сделать. Если в русском языке мы говорим пробую, пробовал, в любом лице, в любом времени. И что конкретно мы пробовали делать? Слово «делать», смотреть, ходить, петь, танцевать стоит в инфинитиве в нулевой форме, то в казахском языке здесь основной глагол стоит в форме деепричастия, то есть имши. А деепричастия у нас есть несколько видов, конкретно Запишем формулу к основе глагола негізгі етістік. Мы добавляем либо п. Разные фонетические варианты одного аффикса. И сам наш вспомогательный глагол, который будет стоять в нулевой форме, это көр, без инфинитива у. И дальше нужно учитывать, что данная конструкция может быть стоять в повелительной форме, также в прошедшем времени, если это не повелительное наклонение, или в будущем и настоящем времени. Например, попробуй сделать что-то, это повелительная форма. Істеп көр, айтып көр. Или мы повелеваем в первом лице, говорим істеп көрейін, айтып көрейін. Это тоже повелительная форма. Также мы можем сказать «я пробовал что-то сделать», «мен істеп көрдім». Также мы можем сказать «я буду пробовать что-то сделать», «мен істеп көремін». Или «я всегда пробую что-то делать», «мен істеп көремін». Здесь вы знаете, что ауспалы осышақ и келершақ, ауспалы келершақ образуются одинаковым образом с помощью а, е, и. Всю эту грамматику вы уже хорошо знаете. Самые элементарные и часто употребляемые времена казахского языка. Давайте теперь конкретно поспрягаем по всем лицам и по трем формам. Бүйрғырай, өткеншақ, келершақ, және осышақ. Бірінші жақта мен. Я попробую писать. Дай-ка я попробую написать. Мен жаз. Поскольку слово у нас заканчивается на согласное, я на твердое, мы выбираем ып. Жазып. Көр. Если в повелевании, мы не можем сами себе повелевать и сказать напиши сам себе. Мы говорим, в повелительной форме будет давать значение дай-ка я попробую. Вы знаете, это айын, ин, ин. Көр. К этому слову только один фонетический вариант. Везде употребляется только көр, поэтому ейн. Мен жазып көрейін. Дай-ка я попробую что-то написать. В прошедшем времени я пробовал что-то писать. Мен жазып көр. Универсальная форма прошедшего времени это, мы с вами постоянно повторяем, жедел, өткеншақ. Мен жазып көрдім. Я вам сразу вписываю с личным окончанием. Жіптік жалған. Және келер шақта немесе осы шақта мен жазып көремін. Таким образом я выделяю вам жіптік жалғау, личное окончание. Теперь то же самое мы проделаем со вторым лицом. Сен. Сен. Істеп көр. Жіңішке бір сөзді алайық. Жіңішке айтылатын.
Оқып, жазып. Истеу, делать. Исте. Мягкое заканчивается на гласные, а мы чередуем гласный согласный, поэтому по логике, ну и по фонетике, по фонетическому строю мы выбираем П. Син, исте, кыр. Во втором лице это будет у нас самый настоящий приказ повелевания, поэтому здесь никакого окончания нету. Ты попробуй это сделать. И если мы хотим сказать мягко, то есть не совсем приказывать, а попросить, мы добавим аффикс «ше». Син степ кыр ше. Сделай, пожалуйста, попробуй сделать. Өткен шаг. Ты попробовал что-то сделать. Син степ кыр дын. И ты попробуешь или всегда пробуешь что-то сделать. Син степ кыре сын. Уважительная форма второго лица. Сыз. Жазып, істеп, ойнап, кір. Зайти. Войти, зайти. Ну, например, зайти на сайт. Другой пример сейчас почему-то не приходит в голову. Сен кіріп. Поскольку заканчивается на согласный, и это слово у нас мягкого ряда гласного, поэтому мы добавляем вот этот вариант. Сен кіріп, сіз кіріп көр. Уважительная форма будет лицо НС. Ну, соответственно, если ше, это, пожалуйста, попробуйте зайти на сайт. Кырныз ше, в прошедшем времени. Сіз кіріп көрдіңіз. И осы келер шаг сіз кіріп көресіз. Видите, везде одно и то же временное окончание. Только здесь мы спрягаем пол лица. Меняется только лицо. Және үшінші жақта ол биле деген сөзді алайық. Биле заканчивается на гласный, мы чередуем, ставим согласный. Согласный только этот вариант. В зависимости от того, твердое или мягкое слово. Ол биле көр. В третьем лице мы говорим, пусть он попробует это сделать. Здесь лишнее окончание будет ол биле көрсін. Ол билеп көрді. В третьем лице нет личного окончания в прошедшем времени. Және осы келер шақта ол билеп көреді. Здесь уже личное окончание в третьем лице есть. Вот так мы спрягаем. Сегодня достаточно объемная тема у нас. То есть вы смогли, если вы поняли данную тему, вы еще отработаете ее в практических заданиях, которые будут под видео грамматикой. Я прошу вас дополнительно к этому сейчас, сразу после просмотра, проспрягать көру надалецтігін в этих же временах и в этом наклонении, только во множественном числе. Мы здесь взяли только единственное мен, зен, сіз, ол. Проспрягайте, пожалуйста. Біз, сендер, сіздер, олар. Назарларыңызға рахмет.